Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Устойчивый рост по всем показателям. Власти республики подвели итоги работы за первое полугодие. В этом году он невероятный объем вентиляции. Да, я обязан был еще отвечать, что только вы могли на это согласиться, Бог. Триумф чеченских хафизов. На всероссийском конкурсе чтецов Корана в Дербенте наши ребята забрали большинство призовых мест. Приближенные к Всевышнему Аллаху, ребятам, отдыхающим в детских лагерях, рассказали об авлиях. Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с министром образования и науки Чеченской Республики. Обсудили проведение единых государственных аттестаций. ЕГЭ в этом году сдают более 8,5 тысяч выпускников. Все пункты проведения экзаменов оснащены необходимым оборудованием. Обсудили и нехватку учителей по ряду дисциплин. Это физика, химия, биология и математика. В связи с этим ведется активная работа по целевому приему студентов в педагогический университет. Для стимулирования абитуриентов региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова будет добавлять ежемесячно по 10 тысяч рублей к стипендии на весь период обучения. У нас в некоторых местах направлениях получается, в некоторых местах есть еще проблемные вопросы, но в общем целом там не боится для разницы. И в последнее время обмен Волгу, это твоя личная заслуга, команда твоей зоны. Сумбайта анализ и в республике ламудующий мой разбор, ламудующий вакансии должна. Предварительный результат учила, аттестация содержит отдел делать, ходила полный анализ обучали лес, предварительный анализ на уровне прошлого года результат чуй, для нас устраивает целевой набор в республике педуниверситет он церти о бинборд бу именно в сатюшел меткшка хабиш пол хихар хошин совместно болхал. Такой региональный общественный фонд Сибилгалдел хошер дохар дакайкина предмет химия, физика, биология и математика. Из направления школа и педуниверситет. Через договор дина шадеш вельче от школы и предмет бог бахалва гору элла бог подючтол жберана цикдоштол стипендия фонду горбатах и дешвалится на все учебные места хорана по 10 тысяч рублей далурду элла и бартхал табобешту. Также Даев сообщил, что в этом году будет построено 7 новых школ и столько же детских садов. Капитальный ремонт ведется в 20 учебных заведениях. Все учреждения оснащаются современной мебелью и техникой. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул важность системного подхода к изучению родного языка. Действительно образование, хол направление, шадол бер, чур арадо школы дошло, школы радуешь, ца информация до скрытный яцега до дег хол гушол, сабек диеш лешол, сабек диеш лешол, дас на шибер, or на хералдо, хит or на чен диеш ля мортуч, so мортон диеш, он тиешол, so ich habe ахцан я нолцлиш, ажааш дас на дочлиш, до на цан учительница, der Hamadarу das. Ja, Schule, ja, Aßen hat Büs, sagen Mutter, Ska, Aßen hat Haus, und da war wir noch schon was, wir müssen zu Schule. Ist ja so ich eine, weil ist ja so akzentiert, sagt war der Laden jetzt gesagt, ja, Mohammed so ein loser, Amder. noch schon was Zawag spielen. Сильные матхошо шошен дона шамило хордас апосе то до русский английский шенду матамовиз дон верен до ношимо харбиз. Итоги работы правительства и муниципальных органов власти за первое полугодие подвели на совещании под председательством главы региона. С докладами выступили премьер республики и министры. Они рассказали, что субъект демонстрирует устойчивый рост по всем направлениям. Подробнее в нашем сюжете. Устойчивый рост всех экономических показателей, положительная динамика в строительном секторе, низкий уровень безработицы. В первом полугодии правительством и руководителями муниципалитетов была проделана большая кропотливая работа. Об этом главе региона докладывает председатель правительства республики Магомед Даудов. Чеченская республика по росту физического объема валового регионального продукта на третьем месте среди субъектов Российской Федерации.
Объем промышленного производства увеличился на 21,5% и составил 35 миллиардов 809 миллионов рублей. Объем строительства увеличился на 9% и составил 32 миллиарда 932 миллиона рублей. Оборот розничной торговли 131 миллиард 386 миллионов рублей с ростом 106,2%. Уровень безработицы 4%. Рамзан Хаджикадыров подчеркнул, что в регионе ударными темпами возводится жилье, ремонтируются и расширяются дороги. Такая динамика сохраняется благодаря слаженному труду всей команды. Лидер субъекта поблагодарил Магомеда Даудова за эффективную работу. Можно показать, что выросли, даст темп, мощный темп. Сегодняшний день более 8 миллионов квадратов жилья строят еще. Помимо этого дороги, обходные, невероятные объемы вентиляции. Да, я обязан был еще отвечать, только вы могли на это согласиться больше. Постоянно на связи, на пульсе держать, да, вы держали центр больше, я помню, что вы выполняете еще. Это проблемный вопрос. Наоборот, мы занимаем лидирующие места. Большое внимание уделено амбициозному и масштабному проекту, который реализуется в Грозном. Это новый район имени Владимира Путина. О ходе работ докладывает мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Во всех 30 домах, расположенных вдоль первой линии нового проспекта Путина, уже на стадии завершения работы по устройству фасадов. Завершено на 70%. И работа по прокладке внутренних инженерных сетей водоснабжения, водоотведения на 80% завершена. Электропроводка на 85% завершена. Вентиляция 75% завершена. Общий процент выполнения работ по всем объектам района 45-50%. Рамзан Хаджикадыров отмечает, что несмотря на попытки деструктивных сил бросить тень на достижения и успехи, регион продолжает стремительно развиваться. Важно сохранить заданный темп и не оглядываться на диванных критиков. Объем yok, ситуация вокруг России махарду, выедаем аппетит двигаешь, даже некоторые удивились, нас похоронят, нас везут в больницы, меняют органы, да, и все-таки мы живем и строим республику, служим для народа во имя Всевышнего. На хабар следующий избас, один мелду лирвоч, цавац, дон лирвоч, келли, авай поймадес, народу, лавалаватер. Отсюда мукшвоч шел, так лес шел. Гриб шел, квартал шел. استعداد شو همش يروح واجعني كلهم شيء زي جواز ويديني دو ويدون ملخو ميت уровать пять. В этом году в рамках госпрограммы запланировано строительство более 50 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом и не только в своем докладе рассказал первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев. Города Грозный тоже более центра всех сетей слухов вам сами хашу внимание есть шаги по графику да вечером да хватит а так по всей республике вожил 43 объектов целикса на опережение было что мы. Новые больницы, школы, детские сады и дороги, масштабные преобразования в Ачхой-Мартановском районе, особое внимание промышленности. В соответствии с вашим поручением создан оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития села Ачхой-Мартан и его преобразованием в город Ачхой-Мартан. В рамках ваших поручений, совместно с профильными министерствами и ведомством проработан план по реализации в общей сложности 52 мероприятия с ориентировочной потребностью финансовых средств более 31 миллиарда. Первый этап реализован за истекший период 25 мероприятий на общую сумму 12,8 миллиардов. Благоустройство пешеходной зоны, завершена работа по расширению въездной дороги города до 4 полос протяженностью 4 километра. Завершено обновление асфальтового покрытия устройством пешеходной зоны, светофоров, дорожных знаков, улицы Мамакаева протяженностью 1100 метров. Завершено строительство берегоукрепления реки Фортанга города Ачхой-Мартан протяженностью 1450 погонных метров. Рамзан Иванович, промышленность, более 600 промышленных предприятий в республике, более 12 тысяч
прирост отгруженной продукции в 2024 к аналогичному периоду 2023 года такой 13,4 прирост 75 миллиардов евро, так что автомобилестроение, шайк, личный контроль, промышленность направление взаимодействия такие давай на встречу будешь мелада максимально тяжело что выйдет что он кието макетче чтобы харкиется баханцали бюджет дي что он дираш عدلات обоснование кредит ده ما تساعدش харкиет ده تقول يحاجة ده كيت كشتاش ما تموسان يولسون ده زران كيت حاجة يشتو عجيب كيت تاع بابا. В свою очередь, министр строительства ЖКХ и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев рассказал, что на сегодняшний день в регионе строится более 8 миллионов квадратных метров жилья. Успешная реализация госпрограмм помогает создавать современные и комфортные условия для жизни населения. Жилищное строительство Амалар в общей сложности на сегодняшний день более 8 миллионов квадратных метров. Ежегодно с положительной динамикой регион вводит более 2,5 миллионов квадратных метров. На сегодняшний день это рекордные показатели по всей России. На втором месте после Ленинградской области по вводу на одного человека. Из вообще практически Северо-Кавказский регион. Близко Ясам практически 50% от всего объема, который вводит Северо-Кавказский весь регион. И по всем направлениям Беш-Болбу, Мосу обозначить в целях улучшения качества жизни населения. Задача дал Мола. Рамзан Хаджикадыров выразил особую благодарность мэрам Грозного и Аргуна. Он отметил их значительный вклад в развитие региона. Семейное совещание. Положение есть, да, почему у них получается, почему у тех не получается. Сделал въезд, да и результат. Что он без футбола, кубабу, я есть шорник, что он рядом халавад для современной России даже штиш больше, от объем работы, еще положение даст. Ой, его босс, ой, делдат свой день до, да. Велик оживительно, короче, живешь голову за головой, велик день. Система поставленных халчей, охордные совещания, что ведли вещь мазали, а декер канал, легче дальше, телефон дальше, дол системе выдолча. И такие надо охордные нам совещания, что ведли вещь, овсвет вещь. Они свои швейцарские сасы, хочу более. Даже максимум, ты углечил сахтила, чего меня вобишь, да. Любой вопрос он докладывает. Да, смотри, ой, совещание того, что уже так подвал, что ли, или вивелла, или не дождетесь, что он дал такой хандел, да. Не обошли стороной и участие региона в СВО. С начала специальной военной операции из Чеченской Республики было отправлено более 60 тысяч бойцов, из которых более 22 тысяч добровольцы. Чеченская Республика продолжает успешно участвовать в проведении специальной военной операции. На сегодняшний день из Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, в том числе 22 064 добровольца. В настоящее время на самых важных направлениях СВО успешно выполняют боевые задачи более 13 тысяч наших бойцов из Минобороны, Росгвардии, спецназа Ахмат и сводного отряда МВД по Чеченской Республике. За мужество и профессионализм 9241 наших воинов удостоены высоких государственных наград. В завершении Рамзан Хаджикадыров поблагодарил собравшихся за эффективное выполнение задач и поручил усилить работу по всем направлениям. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджикадыров обсудил ситуацию на дорогах региона с начальником управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике Идрисом Черхиговым и поздравил личный состав с Днем госавтоинспекции. Глава региона отметил повышение статуса сотрудника ГАИ за последние годы, улучшение отношения к ним со стороны участников дорожного движения и значительное сокращение ДТП.
Ошибясь по областам гушпу отношения сотрудникам ТЦЛ, так они адом порядок ню. Халабейшин, работник УГИБД по Чеченской Республике, дарветна. Излично зон hazırlığı hason adin Abu Sabiyaş ve Borcuşbu sonderdan sonra он до паркалде сала личный состав дих подобрательная дих не лабияш востуа направление да под до медицины зон амадин шен не бывает случаи до первой помощи оказать я по сондерсон и вот паркалде олшу шадиге Allah Идрис Черхигов доложил о работе ведомства, отметив один из самых низких в стране показателей детского травматизма и лидерства среди регионов СКФО по снижению аварийности. Он также подчеркнул огромную роль регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в обеспечении подразделений ведомства необходимыми средствами, что облегчает работу сотрудников госавтоинспекции. Личное участие цари, так вымеркнено. Эманисине участие цари, donc бог балур бош дацера. Эштон ком поддержка бахандош и фонду транспорт хоч оснащать ешдать бог балур бош бацер данлеш динаха. Вая полный 100%, 110% даже транспортной обеспеченностью, технологически уведен. Хинца амалер поддержки цены выдам лахахо ширканцы года дают новые здания юги беда. Также полкна в республике Далее снижение ДТП, смертности, раненые, особенности детский травматизм вообще лохарю. То есть шара цалас далее, шитлас дабелас, но по России составит чего лохар хул по СКФО да има первое место по снижению аварийности. В Грозном отметили 89-ю годовщину образования Госавтоинспекции России. Поздравить сотрудников ГАИ с профессиональным праздником прибыли руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов, министр внутренних дел Аслан Ирасханов, начальник регионального управления Росгвардии Шериф Делимханов и другие официальные лица. В своем выступлении каждый из них отметил большой вклад инспекторов в обеспечение безопасности на дорогах республики и спасение жизней. За особые достижения в службе наиболее отличившиеся сотрудники Госавтоинспекции были удостоены высоких наград. Шубандуш, Кашемия, порядок, закон общественная безопасность, спокойно, любой семье, школ, тастава, сада, эту бошку, далее, она, амана, нет, мягкая, лягит, надо общел, пенал, самерлош, далее, эту бошку, ахмат, сила, туда, вот. В первую очередь, с этой датой я поздравляю главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции. Хочу отметить, что у истоков возрождения Чеченской Госавтоинспекции после разрушительных военных кампаний стоял первый президент Чеченской Республики Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. В то время было разрушено буквально все сферы жизнедеятельности населения. Госавтоинспекция прошла нелегкий путь становления. Являясь последователями созидательного пути Ахмата Хаджи Кадырова, сотрудники подразделений Госавтоинспекции Чеченской Республики всегда были преданы своему профессиональному и служебному долгу. Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и дальнейших успехов. Великое наследие шейхов Южного Дагестана. Так называется всероссийский конкурс хафизов Корана, который проходил в Дербенте. Более 120 участников из 37 регионов страны состязали знания священного писания. Большинство призовых мест забрали воспитанники школ хафизов из Чеченской Республики. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Победа за победой. Чеченские хафизы доказали свое непревзойденное мастерство. В номинации «Полный Коран» всероссийского конкурса в Дербенте победу одержал Ахмед Дадаев.